И светило, и грело. Книжный Кавказ был четко графичен, с какой-то акварельной сутью. Азия вся из бликов, вся горит разноцветием. Тополя, сирень, дремлющая киргизка на лошади. Мои детские внутренние блики купались во внешних бликах. Родители жили на моей родине. Сейчас я живу на их родине. Узловая фраза в судьбе. Сажали дерево без корней и удивлялись, почему оно не растет. Ностальгия по свету и цвету. Ранний же ребенок, по сути, был голубой, а чай в руках киргиза оранжевый. Ностальгия по трезвой наркотичности Азии. Средь обилия мелькающих, переливающихся цветов два были устойчивы – оранжевый и голубой. Они и не давали раствориться тебе в обманчивых бликах. Временность пребывания в Азии питали вечные домашние уличные разговоры. Вот вернемся на Кавказ, вот уж попьем вдоволь из наших родников, вот. В азиатских бликах растворялась даже сталинская униформа. А на Кавказе четкая одежда, валеные черные сапоги, китель с накладными карманами, галифе, а лесные шишки и отрезвляющий, лишающий в раз всяких иллюзий вкус барбариса. Все захлопнулось, все знаки препинания расставлены, и в конце четкая точка, без корней, анархичность. Воспоминания о былом свете, о былом солнце, будто одинокий азербайджанец на берегу Енисея. И только устойчивые, голубые и оранжевые цвета не дают разлететься, раствориться в погоне за частностями. Жизнь на наследство отцов. У предков нет времени на осмысление собственной жизни, событие за событием, одно весомее другого. И вот из азиатского светового сюрреализма падаю в снега Финляндии, мажу собственной кровью линию Маннергейма. Вот я на озере Хасан уничтожаю японцев и пехом через всю Европу в Среднюю Азию. Любовь и насилие, отвага и мародерство. В общем, герой нашего времени. 13 азиатских лет, потом вновь Кавказ, строю дом и не один, стройматериалы, пот, вот все наследство. Разбираю наследство отца и коплю свое, сбор и складирование личных бед тому, кто придет после меня. Отцы ели кислый виноград, и дети ели кислый виноград, и внуки будут есть кислый виноград. И ни у кого не будет времени на оскомину.